Путь к этому неприступному каменному носу лежит через арктические льды, северные бури и тихоокеанские туманы. Это край света, сегодня известный всему миру как мыс Дежнева. Предел Евразии, в 17 веке ставший частью русского мира. Дошел до него первым наш казак Семен Дежнев. Оказавшись здесь, Дежнев совершил географическое открытие, сравнимое с открытием Америки Колумбом. Путь Дежнева сюда начался на русском севере, под Архангельском. Он отправился на восток, туда, куда не решились ступить первооткрыватели из других стран мира, сквозь всю Сибирь, земли которой представлялись тогда европейцам мрачным Тартаром. Тартар – это ад, самый бездна, ниже не бывает. Гнездилище аспидов, змеев, там это страшный ветер, холод, там все плохо. Семен Дежнев дал увлечь себя течением рек Гадюк, миновал земли Гога и Магога, преодолел моря мрака и добрался до края света, сделав его своим домом. Дойти до края. Сибирский континент. Путь Дежнева на край света начался задолго до грандиозного открытия. 30-е годы 17 века. Семену было не больше 25 лет. Тогда сын простого поморского рыбака решил круто изменить свою судьбу. Он покинул родную деревню под Великим Устюгом и отправился искать счастья за пределами Руси, в землях неизвестной тогда миру Сибири. Весь этот огромный континент, холодный, застывший, где еще вчера мамонты бродили, это была наша потенциальная родина. Я не знаю, как сейчас повторить этот путь Дежнева через эту тайгу промороженную. Ну, а если ты при этом еще идешь, а кругом чужие люди, которые хотят тебя убить, потому что соседи рассказали, что русские идут для того, чтобы их ограбить. Семен Дежнев оказался в неведомых землях не один. Он был участником беспрецедентного по скорости периода русских географических открытий. Когда за границей известного мира, который обрывался в то время в среднем течении реки Лены, отправились самые смелые и отчаянные первопроходцы, которых буквально за несколько десятков лет присоединили к Российской империи огромные территории, сравнимые с территорией, можно сказать, практически целых континентов. Молодая растущая держава, как это обычно бывает в истории, стремилась раздвинуть свои границы, стремилась выйти к морям. На запад идти было невозможно. Там находились сильные христианские королевства. На юг там была Османская империя, и поэтому естественное движение началось на восток. Такую вилку развития история предложила России. Или оставаться одним из европейских королевств, или распространяться все дальше и дальше на восток и постепенно создать великую империю от Балтики до Тихого океана. Тогда открывать Сибирь практически в одно время отправились Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Михаил Стадухин, Василий Поярков, Иван Москвитин. Вместе с ними осваивать новые земли шли служилые, вольные, беглые. Это были люди, которых было сложно чем-то напугать. Они пережили смутное время, период безвластия и голода, войну с Польшей, войну со Швецией, гражданскую войну и смену правящей династии.
Это всего лишь 20 лет после того, как были изгнаны польские оккупанты из Москвы. Это как раз окончание смутного времени, начало роста российской державы. Я считаю, что царское правительство тех времен, царь, они приняли абсолютно правильное решение, когда вот этот выброс энергии сделали как раз в освоении огромных территорий. Вот сначала Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Первооткрыватели, которые шли, они, наверное, лучше нас понимали, что такое жизнь. Это непростые ребята были. Отважные и лучшие из лучших. Они знали, как из подручных материалов, вот буквально из ничего, сделать лодки. Все они это умели. Они умели зимовать. Они могли спокойно срубить избушку, построить ее, провести там зиму, на новой весной опять пуститься в плавание, потом опять срубить избушку. Это помогало русским двигаться на север. Скажем так, окажись на их месте испанцы, они просто вмерзли бы в лед в первую зиму и исчезли бы. Вся их конкиста накрылась бы. Отряды казаков, верстанных на государеву службу служилых людей, в числе которых был и Семен Дежнев, двигались по течению широкой Лены реки. Вокруг возвышались величественные каменные истуканы, словно ворота в новую неведомую страну. Край вечной мерзлоты. Летом раскаленный солнцем, зимой остужаемый морозами. Сибирь в этом плане будет поражать, конечно, воображение первопроходцев на фоне европейской России, где все, в принципе, понятно, знакомо, хорошо, так ровно, гладенько, а тут у них огромные горы, и звери, и огромные реки, и все это будет считаться, естественно, проявлением Божьего замысла, конечно. Это такие русские конкистадоры, которые хотели попытать удачи и счастья где-то там, на востоке. Многие европейцы сегодня представляют себе освоение Сибири как завоевание Америки, марширующие колонны, повозки, направляющиеся на восток. Но все было совсем не так. Русские казаки шли по рекам на лодках. У нас раньше семьи коренных народов жили отдаленно друг от друга, поэтому звуки на всю округу было слышно. Если незнакомый человек ехал издалека, об этом узнавали задолго до его прибытия. Зимой по звуку шагов, летом по щепкам, плывущим по течению реки. Становилось ясно, что люди сплавляются на кораблях. Это был вестник того, что русские идут. Находимся на месте, предположительно, где впервые встретились русские землепроходцы с якутскими людьми. Произошла встреча двух цивилизаций, русских и якутов. Это была искра, своего рода химия, обогатившая обе эти разные цивилизации. Люди приходили из-за Урала в совершенно непривычные природные условия, с непривычным климатом, почвами, с незнакомыми этими народами. Ну, разумеется, самоубийственно было бы враждовать с местным населением. Тогда на месте современного Якутска стояло всего лишь несколько деревянных домов и традиционных жилищ якутов. Но именно там тогда забурлило мощное движение по всем направлениям. Именно в якутский острог рвался попасть Семен Дежнев. Ведь здесь казаки готовились к самым дерзким и отчаянным экспедициям. И сюда же возвращались. Приносили свои отписки о проведанных новых землях. Обменивались новостями и слухами о заморских реках, горах,
хребтах, долинах, которые еще предстояло открыть. Якутский острог был тогда самым восточным форпостом Руси, за которым простирались неведомые территории. До русских дошли слухи, что на некой реке Колыме водится необыкновенно красивый черный соболь. Логично, что оказавшиеся в Сибири русские не могли не воспользоваться этими знаниями. Вот ради чего русские шли в Сибирь. Это соболя. Потому что это было дороже золота. Ходили реально в белках, в соболях, вот шкурки висели, вот так вот через плечо. Идешь, и это валюта. Это было время настоящего пушного бума. Соболиные шкурки были тогда на Руси валютой. Продажи пушнины формировали треть государственной казны. Почти столько же, сколько сегодня дает нефть. Поэтому все, кто мог, промышляли охотой на соболя. Первопроходцы зачастую не осознавали историческую важность своих походов. Они шли за пушниной, запасы которой в изведанных землях стремительно истощались. Услышав легенды о черном соболе на реке Колыме, Семен Дежнев сразу же вызвался возглавить туда экспедицию. И не только он. Это был постоянный конкурент Дежнева, тоже помор Михаил Стадухин. Стадухин имел собственный отряд. Он был достаточно удачливым первопроходцем, приносил много ясака и пользовался авторитетом. Сохранились многие документы, письма, где люди сами просятся именно к нему в отряд. По возвращении писали жалобы на безобразное поведение Михаила Стадухина, который бил налево-направо правых и виноватых. Вообще вот инородцев вообще не различал в принципе. Государева казака в то время, или то, что мы сегодня можем назвать налоговым агентом, была задача собрать вот этот самый ясак, собрать налог. Понятно, что если бы русские вот с такими вот карамультуками, конечно, можно было пойти и соболей настрелять. Но это же я всю жизнь стрелять этих соболей-то буду. Гораздо проще с карамультуком прийти и сказать местным жителям: так, я казак, служил человек, служу царю русскому, а вы теперь, значит, его подданные. И будете ясак платить. Надо сказать, платили немного. Обычно человек должен был принести шкурку соболя с лука. То есть как это делалось? Если мальчик может отцовский лук до уха натянуть, то есть он уже стал охотником, то он должен одного соболя в год добыть. Немного, правда? И вот тут мы увидим разницу между, например, Дежневым и Стадухиным, Дежневым и Хабаровым, скажем. Да, то есть если Стадухин и Хабаров — это в первую очередь солдаты фронтира, такие вот жесткие, склонные к силовому решению. Конфликт Дежнев, он очень договороспособный, он очень дипломатичный. Для него важна цель — открыть новую землю, да желательно извлечь из нее какое-то богатство. Надо для этого договариваться с местными, он будет договариваться с местными. И Дежнев как-то убеждал, что его путь самый правильный, что к нему лучше всего присоединиться, что с ним они больше всего откроют, добудут. То есть он был дипломатом, видимо, харизматичным, очень обаятельным человеком. Иначе он просто не прожил бы так долго. Семен Дежнев очень хотел возглавить новый поход на реку Колыму. Но якутские воеводы отдали предпочтение Стадухину. И Дежневу пришлось присоединиться к экспедиции в качестве рядового члена отряда. Они сразу же, наверное, начали искать себе проводники, там, потому что современных карт не было. Они шли неизведанные, вообще не знаю, что там. Узнать точное расположение сибирских рек в то время стремились не только русские казаки.
но и британские и голландские мореплаватели. Сибирь, она всегда была актуальна, в том числе и для Европы. Они, конечно, ее и побаивались, но это был самый кратчайший путь к Китаю. Британцы хотели пройти по Северному Ледовитому океану за пределы Урала, рассчитывая, что там отыщут крупную реку. В Европе курсировала легенда о крупной сибирской реке, думаю, имелось в виду Обь, якобы ведущая в Китай, страну, на прямой торговле с которой можно было сделать целое состояние. Но британские корабли столкнулись со льдами. Проложить маршрут они смогли только до берегов Руси, до устья Северной Двины. Еще мальчишкой Дежнев встречал на родной поморской земле британских капитанов. Те расспрашивали жителей русского севера о том, как выглядят арктические берега Сибири. И даже просили указать русло рек на картах, где территории за Уральскими горами неизменно изображались тогда мрачным Тартаром. Когда образовалось древнерусское государство в X веке, в XI, это было одно из обычных европейских королевств. Ну вот пришли монголы. И на западной границе Руси опустился вот первый в нашей истории железный занавес. И все, что находилось к востоку от Литвы, европейцы стали воспринимать как страна татар, Тартария. Тартар – это ад. Это даже такой ад, если кинуть там наковальню, и она полетит туда в бездну, там лететь там будет несколько месяцев, пока ударится. Апокалиптические звери, которые это подразделение войска сатаны, которые пойдут потом в судный день захватывать Европу. Большая часть Сибири и Дальнего Востока в XVII веке представлялась страшной, загадочной и для русских первопроходцев. Вот ветродуи со всех сторон, вот, звезды. Это чисто вот Восточная Сибирь. Вот как раз Якутия сюда вот влетает. Река Тартар, городок Тартар. Но это для них было темное вообще, темное пятно. Поэтому ни один казачий отряд не выходил в путь без проводников. Часто землепроходцев вели по неизвестным тропам якуты, которые к моменту прихода русских в Центральную Якутию уже установили торговые отношения даже с самыми отдаленными уголками Сибири, Арктики и Дальнего Востока. У якутов были налажены связи и с юкагирами, и с коряками, и с чукчами, и с камчедалами, не говоря уже о народах, которые проживали южнее. Ну, якуты охотясь, они, естественно, и до Сахалина доходили. Потому что Сахалин – это чисто якутское слово. Восток – Саха. Магадан – это Магана. Аян – это путь с якутска на русский. Так что до россиян они уже, эти тропы были. Знания их, где руда лежит, строительный лес, как доставить, ну и продукты питания, как доставить. И все это, конечно же, местные жители. Без их сноровки, без их жизненной позиции, как в суровых условиях выжить и помогать друг другу, было бы сложно. Одним из итогов этих путешествий стала карта Сибири, составленная по отпискам казаков Семеном Ремезовым. Впервые столь красочно и подробно явившая миру не только восточный край Евразии, но и уже не фантастически угрожающую, а реальную Сибирь. В принципе, русские продвигались вперед довольно мирно. Не сравнить завоевание Сибири и завоевание Америки. По крайней мере, ни один народ с этнической карты не исчез. Все-таки русские видели в инородцах людей. Вот эта вот русская ментальность, возможно, связана с православной культурой, что они люди, грех убить-то человек. Видели людей. Видели людей. В голову не приходило, что это не люди. Там, на севере, выживают те, кто умеет жить вместе. Кстати, те же чукчи и ненцы, знаете, как говорят? Люди, живущие на холодной земле,
должны греться теплом человеческой доброты. В поисках реки Колымы, богатой черным соболем, Дежнев и Стадухин оказались на Аймиконе, в месте, которое сейчас называют полюсом холода, где фиксируют самые низкие температуры во всем северном полушарии. Вот так же и наши предки шли тогда со Стадухиным. Ночевали прямо вот так, под открытым небом. Ну вот так-то у костра прям, наверное, и спали. Спали. А как еще-то в отдаленных местах, в горах? Приходилось так спать. Даже сейчас так охотники спят, когда на лося ходят. Только так удавалось проехать за день большие расстояния. Очень много написано книг, статей, диссертаций на тему, что якуты, эвенки и прочее переняли от русских. Вот такими работами, такими текстами можно, наверное, выложить пол в этом зале. А вот обратный процесс, что русские переняли от местных народов, вот это известно гораздо меньше. А переняли ведь очень много. Якуты – один из очень немногих народов, которые имели очень давнюю культурную традицию. Они сохранили культуру конных кочевников. Мы, якуты, считаем себя детьми Джосигёя, божества, покровительствующего лошадям. Мы лошадей любим, возвеличиваем и гордимся ими. Якуты – скотоводческий народ, и они очень помогли приспособиться русским и выводили новые породы лошадей, и они очень ценились. А еще, в отличие от многих других коренных северных народов, якуты очень хорошо умели добывать и ковать железо. Без ножа для нас нет семьи, без ножа нет мужчины, без ножа нет женщины. Все в ноже. Это наше орудие труда. Первая основная задача, функция железа – это оружие. Представляете, где Якутск и где, допустим, вот Тобольский, тем более русские города к западу от Урала. Поставки оружия были очень медленными, незначительными, и поэтому разрешили использовать местные якутские средства. Вести лошадей и железо из центра России сюда, это было очень накладно, а здесь это все было. Без помощи коренных жителей этих земель русские казаки попросту не выжили бы тогда в экстремальных климатических условиях сибирского континента. Они просто да, их одевали, да и все. Они последние отдавали. Якуты даже последние могли отдать. Чтобы этот пришлый человек
голубыми глазами. Не за мир в дороге. Русским там было непросто. Экстремальный климат. А кроме того, цинга. Цинга — это нехватка витамина С. Что делали казаки? Ну, опять же, они перенимали у местных традиций. Стали пить кровь, стали есть содержимое желудков животных. Здесь важно себя переломить, есть сырое, мороженое мясо. Те, кто ломал свои привычки, традиции, кто жил как местные, те и выживали. Однажды в глубинах Аймиконской тайги отряд Дежнева и Стадухина встретился с еще необъясаченным племенем. Одного из их князей казаки взяли в заложники, как гарант того, что местные жители будут платить ясак. Но те решили отбить своего князя силой. Они окружили русский отряд. Завязалось многодневное сражение. Вскоре не осталось ни одного человека, кто не был бы ранен. Казакам оставалось надеяться только на чудо. И оно произошло. На помощь неожиданно подоспели прослышавшие о схватке якуты, с которыми у Дежнева в якутском остроге завязались дружеские и даже родственные отношения. А именно лицом того, что русский и якутский народ объединились именно для мирного продолжения сосуществования и для взаимовыгодного, как раз и есть в первую очередь это союз между мужчиной и женщиной. Когда русские казаки впервые ступили на нашу землю, на восточном берегу реки жил князь Легой. У него была единственная дочь, которую звали Абакаяда. И в 1640 году Семен Дежнев, получив предварительно разрешение царя, взял Абакаяду в жены. В 17 веке невест наряжали именно так. Возможно, именно так была одета и Абакаяда на своей свадьбе с Семеном Дежневым. Женившись, Семен Дежнев даже не думал отказываться от дальнейших походов. Наоборот, чтобы любимая супруга ни в чем не нуждалась, он решился отправиться в ту самую рискованную экспедицию, которая впишет его имя в историю великих географических открытий. Абакаяда будет ждать его, но так и не дождется. Вернуться в якутский острог Дежневу было суждено только через 20 лет. А в самом начале экспедиции именно любовь Абакаяды спасла Семена Дежнева, Михаила Стадухина и их отряд от гибели. Ведь благодаря ее родственникам, подоспевшим на помощь, тогда в Аймиконской тайге казаки смогли отбить атаку воинственного племени. Правда, большой ценой. Они потеряли всех лошадей, все казаки были ранены. И нормальный человек вернулся бы в Якутск, взял подмогу и закончил дело. Дежнев раны перетягивая, говорит: товарищи, мы же никого не объясачили. Как мы с таким позором вернемся? И они раненые, без лошадей, прутся через высоченные хребты. Карт нет, просто идут наобум. Открывают речку Колыма.
это у нас шторма какие бывают. Ужас, она ошибок не прощает, Колыма. С ней шутить нельзя. Суровая она. Не зря же ее Колымой назвали. Ее первоначальное название было Кол. То есть где-то что-то как кол стоит. Водопады и там прочее. Вода бежит, потом бросается резкий. И опять. Это то есть колом идет. Дежнев и Стадухин одолели строптивый нрав Колымы. И в нижнем ее течении, недалеко от того места, где река сливается с Северным Ледовитым океаном, поставили Нижнеколымский острог. Как только в начале 40-х годов освоили Колыму, там закипела жизнь, туда стали ходить торговые люди, завозить туда хлеб, стали растить ясточные зимовья. Столь желанная река Колыма была открыта. Вот только в ее низовьях совсем не было лесов. А значит, не водился соболь. Легендарные сведения о Колыме не подтвердились. И мечты казаков о неслыханном богатстве, казалось, рухнули. Пошли слухи о том, что дальше есть еще реки. Река Пугача. И вот рассказывали о том, что там и, значит, рыбы немерено, и зверя всякого там немерено, и где-то там в верховьях то ли серебро, то ли золото. Вопрос с драгоценными металлами на Руси в ту пору стоял очень остро. Его не хватало даже на чеканку монет. Поэтому легенды о серебряных и золотых месторождениях служилых людей крайне заинтересовали. Но самым заманчивым из рассказов про реку Погычу, также известную как река Анадырь, стало то, что там, по слухам, видимо-невидимо моржового клыка, добыв который можно наконец-то разбогатеть. Рыбий зуб вот он. Это моржовый клык. Тяжелый, увесистый, ценился как слоновая кость. Дежнев и Стадухин намеревались отыскать Погычу. Но прежде Стадухин направился в Якутск, отвезти собранный ясак и получить у воеводы разрешение на поиски новой реки. Он в Якутске взбудоражил народ этими рассказами о реке Пугаче и богатствах. Услышав рассказы Стадухина, в Нижнеколымский острог спешно ринулись торговые и промышленные люди. Каждый из них хотел добраться до сказочной Анадырь реки первым. Прибывая из Якутска, они рассказывали Семену Дежневу новости о походах Василия Пояркова на Амур, о проходе Ивана Москвитина по Улье, о богатых пушных промыслах, обнаруженных на Индигирке, о Лозее, Яне. Его это раззадоривало, его это обижало, потому что как же так, я опоздал. Почему я опять последний, почему я не объясачил? Все-таки для Дежнева важно было заработать денег. Не то, что прям вот открытие, хотя, конечно, это манит, да, каждого мужчину, настоящего манит это. Семен Дежнев долго думал, каким путем ему отправиться на поиск реки Анадырь. От юкагиров он знал, что река та лежала еще дальше на востоке, у теплого моря. По суху идти надежнее, но дольше. Или идти морем. Так можно прийти на Анадырь первым. Но если там, на востоке, выход из Ледовитого океана в другое море? Или выход к нему преграждает полоска сибирского континента? Были неизведанные земли до Тихого океана. Никто же не знал, что когда кончится эта земля. Многие европейцы во времена Дежнева представляли, что Евразия и Америка
– это единый огромный континент. В этом всех убедил еще Христофор Колумб. Колумб отправился в плавание, чтобы найти путь в Китай. Сегодня мы знаем, что Христофор Колумб достиг берегов неизвестного тогда континента, Америки. Но он-то был убежден, что оказался в Азии. И от этого своего убеждения он не отказался до конца жизни. От казаков, прибывших в Нижнеколымский острог, Дежнев слышал, что еще в 1639 году отряд Ивана Москвитина, пройдя далеко на восток, достиг берегов Теплого моря. А это означало, что у сибирского континента все-таки есть край. Русские стали первыми, кто сумел достичь восточного побережья Тихого океана. В каком-то смысле можно говорить о том, что Тихий океан как таковой был тогда открыт русскими. И это, безусловно, помогло Семену Дежневу через несколько лет обогнуть мыс, который теперь носит его имя. Дежнев готовился к выходу в море. Он так и не дождался возвращения Стадухина из Якутского острога и принял предложение купца Федота Попова отправиться на поиски Анадырь-реки вместе. Попов, Холмогорец, Федот Холмогорец, выступил как организатор и финансирующая сторона, он ее снарядил, а Дежнев отправился как обеспечение со стороны государства, чтобы придать этому всему легитимность, законность. Летом 1647 года экспедиция Семена Дежнева и Федота Попова вышла в воды Северного Ледовитого океана. Почти 100 человек на 7 кочах отправились в неизвестность. Коч — это поморское судно. Оно как бы скользит между этими льдинами в узких проходах. Самая сложность – это преодолеть Айонский ледяной массив. И это, в общем-то, даже для Севморпути 20 века самый трудный участок. Там погиб Челюскин. Пароход. Опасное место, сложное место. Первая экспедиция вышла и просто не смогла пройти дальше Чалымской губы. Семен Дежнев был вынужден вернуться в Нижнеколымский острог. Но на следующий год, как только начал таять лед, он снова вышел в море. Русские кочи вновь подошли к ледяному массиву, который прежде не пропустил их. На этот раз на горизонте между льдами и берегом виднелась узкая полоска воды. Это льды, подходящие близко к берегу. Если в какой-то ситуации немножечко отжимной ветер их отодвинет в море, образуется полоса, по которой можно пройти. Вот такой случай Дежневу в данном случае помог. До Дежнева никто не мог там пройти. Уже 3 месяца экспедиция Дежнева пробиралась сквозь ледовые поля. Несколько кочей вместе с находившимися на них людьми потерялись в буре. Но выжившие неуклонно шли вперед. И 20 сентября 1648 года студеные волны вынесли Семена Дежнева и его спутников к грозному каменному носу, берега которого омывали воды, ныне известные как воды Берингова пролива. Дежнев оказался на краю света. Добраться до этой точки мира, сегодня обозначаемой как мыс Дежнева, на протяжении веков пытались англичане и французы. Но другим путем, вдоль северного берега Америки, через острова, ныне известные как Канадский арктический архипелаг.
И французы, и британцы не оставили попыток найти новый путь в Китай. Они были уверены, что пройти через русский север невозможно из-за льдов, да и просто потому, что русский царь закрыл для них этот маршрут. Поэтому они стали пытаться проложить путь в Китай не через северо-восток, а через северо-запад. Благодаря этим попыткам французы открыли Канаду, основали Квебек и пытались продвинуться дальше, чтобы открыть путь в Китай, который бы не контролировали другие европейские державы. Но и французских, и британских исследователей неизменно останавливали льды. Единственными европейцами, которым удалось пройти из Северного Ледовитого океана в Тихий в XVII веке, стали русские казаки из отряда Семена Дежнева. Это мыс Дежнева, северо-восточная конечность Азии, самая северо-восточная точка современной России. До прохода здесь Семена Дежнева никто в мире не знал до конца, что представляют собой Америка и Азия. То ли они являются одним континентом, то ли они соединены полоской земли. Как все обстоит на самом деле, первым узнал русский казак Семен Дежнев. Пройдя здесь первым, он совершил географическое открытие, сравнимое с открытием Америки Колумбом. Оказалось, что Евразия не соединяется с Америкой, их разделяет пролив, пускай не широкий, около 90 километров, но разделяет пролив. Вопрос, отдавал ли отчет Дежнев в том, что он совершил величайшее географическое открытие. Там все время вода движется, там туманы, там борьба двух океанов. Я думаю, Дежнев боролся за выживание своего корабля и своей команды. Вообще шторм в Северном Ледовитом океане, поверьте мне, страшно. Вот правда очень страшно. Даже вот у самого берега это все равно очень страшно. А уж им-то досталось там по полной программе. На самом деле даже Кук не смог преодолеть на Берингов пролив, не смог подойти к Аляске именно из-за того, что там постоянные шторма. Это только наши могут. Он ушел с большими потерями. Он терял корабли, терял людей. За Беринговым проливом совершенно открытый океан. Совершенно открытый штормовой океан, который просто разметал всю экспедицию. В литературе описываются какие-то легенды о том, что вот, может быть, один коч прибило там, к американским берегам. Как минимум один занесло на Аляску. И вроде бы как они, вот эти люди, они там поселились и там и остались. Но, к сожалению, никаких подтверждений в письменных источниках эта версия не находит. Когда кочи Попова, Анкудинова и Дежнева их бросало штормом уже в Тихом океане, потом узнали, что Попов и Анкудинов добрались до Камчатки, их там выбросил на берег. И они погибают через несколько лет. Выжил только тот коч, на котором был Семен Дежнев и его команда. Коч выбросило на неизвестный берег. Семен Дежнев и еще 11 казаков сумели пережить шторм. Но спасенными их вряд ли можно было назвать. Перед ними маячила угроза более страшной и медленной смерти. Разбитое судно, какое-то вооружение потеряно, одежда вся утратила какие-то согревающие свойства. В общем, на голом зимнем берегу уже практически по колено в снегу. Он приказывает из обломков корабля делать лыжи и идти на север. И они идут на север 8 недель, в полярную ночь. И я хочу спросить, мужик, ты с головой дружишь? Ты куда ведешь своих людей? На верную смерть? Нет. Он знал, что на севере выжить можно. Он помор. Там можно бить морского зверя. Там можно перезимовать. 2 месяца они шли по голой тундре. И, наконец, пришли к реке. Это была та самая Анадырь-река, ради поисков которой Дежнев и отправлялся в путь в обход Каменного носа. Он открыл вот эту самую легендарную реку Пугачу. Он же первое, что сделал. Крепостицу сложил и церковь Николаю Чудотворцу. Ну что там они молились и с Божьей помощью. Вот, с Божьей помощью. Ну, надо сказать, что люди были верующие. И это им помогало. Потому что без веры в Бога и в себя, наверное, свою исключительность, избранность, то, что ты кого-нибудь объясачишь когда-нибудь и вернешься богатым человеком, без этого Сибирь, наверное, не присоединили бы к России. Там, в устье Анадырь-реки, Семен Дежнев отыскал моржовое лежбище. Настоящий клондайк того времени.
где можно было добыть несметное количество ценного рыбьего зуба. Это лежбище было сравнимо с лежбищем, например, на мысе Рыркайпий, да, вот если говорить о современной Чукотке. То есть это там до 6000 особей. Семен Дежнев вывез с Чукотки 4,5 тонны моржового клыка. Целое состояние. А зарплату получил в 500 рублей. В 500 рублей. И это колоссальные деньги. То есть он сразу стал богатым человеком. Вскоре в Анадырском остроге появился Михаил Стадухин. Он разведал сухой путь на Анадырь. Уверенный в том, что Дежнев погиб, он рассчитывал оказаться на легендарной реке первым. Дежнев начинал под началом Стадухина, как человек Стадухина. Вот, конечно, успехи Дежнева Стадухину очень даже могли быть обидны. На его месте должен был быть он, по его версии. Михаил Стадухин в определенное время пытался присвоить заслуги Семена Дежнева. Вы сейчас будете удивлены, но не Берингов пролив, не Большой Каменный нос, а в приоритете были моржовые лежбища. Как бы совсем не то было ценно, что мы считаем ценным сейчас. Они вступили в открытый конфликт еще на Анадыре. Но Дежнев пришел туда первым, и Стадухин был вынужден уйти дальше, за собственными открытиями. В 1662 году, спустя 20 лет своего отсутствия, Семен Дежнев вернулся в Якутский острог. Якутск к этому времени превратился уже в настоящий сибирский город. Центр самого восточного и самого крупного воеводства Русского царства, в которое входили земли от Лены до Тихого океана и от Студенного моря до Китая. Где Семен Дежнев наконец-то почувствовал, что вернулся домой. Потому что здесь пахло свежеиспеченным хлебом. В 17 веке в Якутии начинают выращивать хлеб. Хлеб становится для якутов первым русским продуктом питания. Что, опять же, принципиально будет отличать, например, нас от ряда европейских колониальных стран. Сибирь не воспринималась как некая колония, которая вот где-то, ее надо там поэксплуатировать, все из нее выжать и уехать. Что это нечто отдельное от нас. Никогда. Это продолжение страны. А Россия пахотная страна. Поэтому, если мы продолжаем Россию в Сибирь, мы пашем. Это вот даже на психологическом уровне очень важный способ сделать землю своей. Потому что вот это мы пришли навсегда. Мы здесь. Вернувшись из своего грандиозного похода, Дежнев начал писать сказки. Описание тех земель, которые ему довелось открыть первым. Некоторые его отписки вместе со сказками Стадухина, Москвитина, Пояркова, Хабарова и других первопроходцев XVII века стали основой первой подробной карты Сибири. Ну, даже вот представить себе, что это вот все нарисовать, это все пройти, это же все пройдено ногами людей. Вот. И даже сейчас это вызывает просто оторопь, а в то время это просто невероятно. Но главного географического открытия XVII века, сделанного Семеном Дежневым, большого каменного мыса и пролива между Азией и Америкой, на карте Ремезова нет. И когда он в сказке все это описал, как он обогнул каменный нос, все это, он не понимал, что совершил какое-то великое открытие. И открытие пришлось заново совершать Витусу Берингу. Однако этот чертеж Сибири Семена Ремезова, составленный благодаря русским землепроходцам и их проводникам, был настоящей сенсацией. Он впервые являл миру огромный континент,
раскинувшийся от Уральских гор до Тихого океана. Не фантастическим, а реальным, где вместо центра мрачного Тартара был обозначен город Якутск, где реки-гадюки получили свои имена, где земли, прежде обозначавшиеся как край страшного воинства апокалипсиса, были засеяны пшеницей. Впервые мир увидел, скажем так, русскую глубинку, которая называлась тогда Сибирью. Ведь до этого ни Европа, ни мир, они только слышали о когда-то существующих землях за Московией и никогда в жизни их не видели. Эта карта показывала, насколько стал велик и разнообразен всего за жизнь одного поколения русский мир. С освоением сибирского континента Россия обрела большую силу, поддержку местных коренных народов и обширные земли, вскоре ставшие частью могущественной Российской империи. Семен Дежнев дошел до края, чтобы открыть для всех нас новые горизонты.